Как выпрямить член, что делать, как исправить искривление полового органа. У большинства мужчин в состоянии эрекции заметно искривление полового члена. Одни считают это косметическим дефектом и не придают значения. Другие пытаются самостоятельно сделать пенис прямым, не думая о последствиях. На самом деле причина кривизны полового органа бывает серьезной, особенно в том случае, если у мужчины наблюдается дискомфорт в виде болей. Подробно о том, что делать для выравнивания члена, как диагностировать вероятное наличие у себя патологического состояния, вы узнаете из нашей статьи. Искривление члена, причины. Факторы, которые влияют на образование дефекта, бывают врожденные и приобретенные. В первом случае происходит нарушение во время развития плода. Неправильно формируется белковая оболочка пениса. Все остальные части половых органов младенца правильно снабжены необходимыми клетками. Установить наличие проблемы у мальчиков практически невозможно. Деформация члена влево-вправо очень редко вниз проявляется в подростковом возрасте. Мочеиспускательный канал не развивается до нужного размера. В результате вокруг него образуется жесткая оболочка исход, которая оттягивает пенис вниз. Приобретенные причины дефектного искривления: травма половых органов, введение жидкостей, гелей с целью удлинения и утолщения фаллоса, операция на пенисе, болезнь Пейрони. В 95% случаев это вторичная причина предыдущих факторов. Патология заключается в нарушении снабжения белковой оболочкой пениса. В результате недополучения кровяных телец с одной стороны образуется фиброзная бляшка, которая со временем стягивается и затвердевает, деформируя пенис. Как определить наличие у себя патологии? Идеально ровных мужских достоинств не существует, и слегка изогнутый половой член не обязательно свидетельствует о болезни. Изгиб до 15 градусов считают нормой. Определить возможную патологию можно самостоятельно по одному из признаков: отклонение члена вниз или в сторону больше нормы, укорочение фаллоса на 1-3 см, болезненность при мочеиспускании, эрекции, половом контакте, прощупывание твердой бляшки. Симптомы не всегда свидетельствуют о том, что необходимо выравнивание полового члена, но сходить на консультацию к урологу надо обязательно. Врач опровергнет предложение или скажет, что делать. Если проблема существует, направит на инструментальное обследование. Как исправить ситуацию? Операция и физиотерапия. Выпрямить член при патологии поможет оперативное вмешательство. Врачи не рекомендуют этот метод, если отклонение составляет меньше 30 градусов и дефект не препятствует совершению полового акта, не вызывает болевые ощущения. При искривлении полового члена операцию проводят разными способами. Сначала добавляют белковые складки, потом ушивают их с выпуклой стороны. В результате получается выровнять кривой орган за счет его укорочения на 1,5-2 см. Иссекают белковые клетки в месте максимального скопления и вводят вместе них синтетический материал. Операция по искривления полового члена в этом случае проходит без уменьшения мужского достоинства, но требует периодической коррекции. Имплант может менять место расположения или прийти в негодность. Для устранения кривизны в член вводят стержень. В результате фаллопластики мужчина всегда ощущает эрекцию, даже при отсутствии сексуального возбуждения. Прежде чем соглашаться на кардинальные меры, надо выяснить, можно ли выпрямить пенис другим способом. 10% пациентов избавляются от проблемы с помощью курса физиотерапии. Врач подбирает один метод или назначает комплексные сеансы: диатермию, ультразвук, рентгенотерапию, электрофорез, лазерное погревание, магнитотерапию, радиотерапию. Если лечение не принесет должного результата, пациенту потребуется операция. Проходит она под общим наркозом и требует реабилитации до 2 месяцев.